let's go.
Представляем арбитр сегодняшнего матча. Судьи башкирской хоккейной лиги. Главный судьи Андрей Камилов, Булат Вахитов. На все уровне 7-0 наша победа. Добрый день, уважаемые болельщики и зрители. Да, немного прервался я, чтобы не перебивать своего коллегу судью-информатора, ну и, конечно же, послушать важную информацию для себя и чтобы также услышали вы ее, уважаемые болельщики. У нас очередной уикенд, если быть точнее, воскресный вечер, который проводит Башкирская хоккейная лига. 31 марта сегодня, 16:45, играет команда «Уралец» и противостоять ей будет БЭСК, Башкирская электросетевая компания. Но если вдруг кто запамятовал, «Уралец» — это у нас депутаты Курултай собрания Республики Башкортостан. Они по левую руку от нас играют в форме зеленой. Что касается БЭСКа, они справа, ну, в форме, наверное, светлой или, если быть точнее, голубой. Также в 18 часов 15 минут у нас состоится матч БашРТС и хоккейного клуба БГК. Но об этом, наверное, будем мы разговаривать немного позже. Есть о чем в целом поговорить. У нас сейчас проходит плей-ин, так называемый, и вот уже также ранее встречались эти коллективы 17 марта, именно «Уралец» и БЭСК. Конечно же, разберем по ходу этой игры и прошлую встречу этих коллективов. Но давайте обо всем по порядку, а пока начнем с составов участников или действующих лиц. У нас сейчас шайба прямо перед моими глазами прилетела к статистам. Вот, и, так знаете, едва ли технику не побило, честно говоря. Вот. Слово, сегодняшний репортаж мы ведем прямо с малой Уфа-арены. Болельщиков не так много, как хотелось бы, но тем не менее, вот рядом со мной присутствует и прогнозирует, что в пользу Уральца 7-0 сложится игра. Но давайте не будем торопиться и посмотрим за ходом развития событий. Первое удаление в этом матче. Журавов удаляется, и БЭСК будет у нас играть в пятером, а вот спецбригада в количестве 4 человек у Уральца будет, конечно же, оборонять свои владения. Давайте озвучим составы участников. Представим команду БЭСК. 39-й номер Юрий Филиппов, 29-й Юрий Богданов. И у нас здесь первое взятие ворот в меньшинстве. Забрасывает шайбу Уральца. Ну как же так? Казалось бы, БЭСК сейчас на всех парах просто полетит форсировать оборону Уральца. Однако нет, точно подловили на ошибки и уже в меньшинстве. На третьей минуте матча команда «Уралец» выходит вперед. Артур Салимов, номер 98, автор взятия ворот, а еще 30 секунд до выхода пятого полевого игрока у БЭСКа. Мы продолжим по составу
этой же команды. Вадим Петров, номер 19, 21 номер Искандер Салихов. А, вот здесь плюсиками пометили, я вижу, не все присутствуют. У Беска короткая скамейка. Сегодня играет лишь 21 номер Искандер Салихов, 8 Даниил Сидоров, Рождественский Алексей под номером 18, Павел Гайлунь 37, Дмитрий Шеймарданов 11, Владимир Пескунов 10, Сергей Денисов 90, Ильдар Рыскулов 13, Павел Таран 14, 93 номер Ильяс Агеев, Ильдар Хамитов номер 8 и 31 Олег Сидоров. Пятый полевой игрок выходит у уральцы. И вы знаете, я вот взял заявочный лист команды Бэск и обрадовался поначалу, да, такому большому количеству участников у этого коллектива. Но вот впоследствии немножко пришлось мне, по крайней мере, слегка разочароваться, потому что у Бэска 11 человек всего лишь заявлено, то есть это 2 пятерки у нас полноценные, плюс 1 запасной и, конечно же, вратарь Олег Сидоров, который заявлен в единственном числе и обороняет раму ворот своего коллектива. Посмотрим на атаку уральца. Здесь неплохо выходил 1 на 1 практически защитником игрок этого коллектива. Насколько я разглядел, Артур Хуснудинов, да, это был у нас. И нет, поправка, это у нас Артур Хуснудинов, да, вроде как. Уралец повел по ходу этой игры. Давайте озвучим и состав этого коллектива, чтобы было все по-честному и по-справедливому. Я, конечно, понимаю, что игра в самом разгаре, но, тем не менее, формальности нужно все соблюдать. Радик Гарифуллин, единственный заявленный вратарь. Полевые игроки, капитан команды Антон Матрёнин, номер 29, 78 Дмитрий Максимов, Григорий Долбань, номер 12, 91 Кирилл Ивлев, Астафьев Евгений, 19, и Черников Игорь, номер 77, и Сергей Иванов, 10, 87 Ильяс Файзулин, 98 Артур Салимов, автор первого взятия ворот. Мы его уже отмечали. Артур Хуснудинов, 44-й, Егор Максимов, номер 33-й, и 42-й Максим Журавов. Он уже у нас отличился, в отличие от своего коллеги Артура Салимова, лишь пока только удалением. Игорь Калачев играет под номером 90, Камиль Загитов, 15-й, Алексей Косарев, 97-й, и Евгений Ахмадуллин, номер 2-й. Ну, всех представили вроде как. И на этой ноте забрасывает свою вторую шайбу Артур Салимов. И, конечно же, в целом коллектив Бэска здесь просто срывает зрительские овации. Взбодрилась сразу тут же аудитория, которая болеет за уральца. Но тем временем 2-0 у нас. 7 минут игрового времени всего лишь позади, и уже уралец так вот, ну, активно, да, заявляет о себе, конечно же, коллектив депутатов Курултай собрания. И, к слову, будет сказать, по заявке, да, по составу также у них численное преимущество на данный момент, как и в счете, потому что в заявочном листе, ну, так немного побольше участников представлено. По крайней мере, точно есть 3 пятерки у уральца. Ну и плюс, соответственно, вратарь Радик Гарифуллин. Атака Бэска. Наблюдаем за ней. Салихов неплохо в зону заходил. Тут же, смещаясь левее, подкрался к лицевому борту. Искал кого-то из партнеров, чтобы отдать передачу. Но, увы и ах, никого, по крайней мере, никто не предлагал себя, да, чтобы вот можно было открыто как-то сделать пас на партнеров, развить дальше эту атаку. Ну, к сожалению или к счастью, смотря кто за кого болеет, мы такого пока не увидели в том моменте. Двигаемся дальше. Салихов. Пас по диагонали, предназначался он явно здесь Рождественскому. Но последствия, вот здесь может быть опасно, но арбитр разглядел у нас положение вне игры, и поэтому игра остановлена. Нет, проброс это был, и я тоже так подумал, как положение вне игры. У нас же один там Сергей Денисов
находился и никого не было из коллектива. Просто зоркий рефери сумел увидеть, что пересекла шайбу 2 зоны и фактически уже на синей линии, когда Сергей Денисов брал шайбу под свой контроль, соответственно, раздал свисток, и на этой ноте игра была остановлена. Долбань вдоль борта. Классный пас здесь был на Иванова. А вот что будет дальше? А дальше у нас в атаку Косарев устремился. Казалось бы, зону зашел, но тут же и шайбу соперника у него отнял. На сменку рекомендуют зрители и болельщики отправиться командой уральцев. Ну что, собственно, они и делают. Свежие силы. Вот Антон Матрёнин, капитан, устремляется в атаку. И смотрите, опережает, да, он сейчас в этом моменте Шеймарданова. И более того, уже возле ворот здесь вовсю просто прессует вратаря команды Беска. Но на этот раз, конечно, взять ворота не получилось у уральца. Но и мы, тем не менее, отдаем должное Олегу Сидорову, голкиперу коллектива Беск. В атаке энергетики, но неточная передача, перехватывает уралец. Ганеев, скидка на центр, тут же долго не оставляется ждать, бросок от Егорова, блестящий, уже шайба за воротами. Посмотрите, как здесь бьются, да, за игровой снаряд хоккеисты. Вот она, цена победы. Насколько все-таки все у нас серьезно, несмотря на то, что это не чемпионат России, но тем не менее никто уступать здесь явно не намерен. Едва ли Беск пытается зайти в зону, тут же перехватывают шайбу зеленый. И вот пока, знаете, из тех моментов последние, которые пытались развить энергетики, ничего у них не получается. Сидоров надежно фиксирует игровой снаряд, и 5 минут до завершения первого игрового отрезка. Разыгрывать шайбу будем в зоне Беска. Все игроки сосредоточились здесь. Ну, смотрите, как здорово играет, да, Игорь Калачев. Вот, и поборолся за шайбу на вбрасывании, забрал ее под свой контроль. И дальше тут же устремился поближе к воротам Олега Сидорова. Но вот уже на подходе шайба была потеряна. До последнего боролся Калач. Но шайба остается за Беском. Салихов за воротами, активно проявляет он себя в этой встрече. Вот, давайте посмотрим. 3 в 3 сейчас выходят энергетики. Неплохо заходил Даниил Сидоров по правому флангу. Сам, конечно, пытался бросить, а здесь момент и оставляет уже вратаря Олега Сидорова. Но фактически 1 на 1 с Артуром Хуснудиновым, который расстреливал буквально, находясь в метре от вратаря энергетиков. А у нас очередное удаление. Дамир Гарипов отправляется в штрафной бокс. И это первое удаление в составе Беска, равносильно как и у уральца.
Энергетики в атаке. Гайло не ворвался в зону, вот, вступил в борьбу тут же сразу с представителем Уральца, там Григорий Долбань, выполнял функцию защитника, ну и хотя по своему амплуа таковым он и является. И вот несмотря на то, что партнеры накатывались по правую руку от игрока Беска, даже передачу не позволил сделать здесь Григорий Долбань своему сопернику. Вот, в очередной раз мы видим, как, ну, тает, да, словно снег, который идет сейчас на улицу у нас в Уфе, по крайней мере, тут же идет и тут же тает, и также пока на входе в зону Уральца примерно аналогично тает и их атаки. Но в падении уже в стиле Пантеры Олег Сидоров, по-футбольному можно сказать, да, наблюдая иногда за футбольными матчами. И вот что-то подобное вратари вынуждены делать, чтобы зафиксировать игровой снаряд. В частности, здесь Сидоров фиксировал шайбу, и, конечно же, цель преследовал для того, чтобы не было дальнейшего развития нападения соперников. Максимов на синей линии, наброс на ворота. К слову, там находился капитан команды «Уралец» Антон Матрёнин постоянно. Это его рабочая позиция, и довольно часто мы видим его на пятаке, в зоне краски, практически перед вратарем он любит находиться. Ну и все вот самые такие, позвольте так выразиться, вкусные куски от пирожка откусывает в виде заброшенных шайб своих. Антон Сергеевич, передача на Ганиева. Пятый полевой игрок выходит у Беска, Сидоров, и тут же в бой, 1 против 2 защитников. Но попытка, конечно, была хорошая, но не удалось здесь. Калачев уже выносил шайбу в зону Уральца. Буквально 1 минута остается до финальной сирены. Да, конечно же, здесь, вот, несмотря на то, что игра плюс-минус началась на равных, у нас очередное удаление, второе в составе Беска, и чувствуется мне, второй период Уралец начнет также играть в большинстве. За задержку соперника клюшкой направляется в штрафной бокс Павел Гайлой. Задержка соперника клюшкой. Малым штрафом наказан Павел Гайлой, 37-й команды. Хуснудинов, поперечный пас здесь, да, предполагался на Артура Салимова, который уже оформил дубль. Ну, у нас перерыв, давайте прервемся немножко, обо всем поговорим чуть позже.
Второй период — это встреча уральца и башкирской электросетевой компании. Счет на табло у нас 2-0. Дублем в первом периоде отличился Артур Салимов. Пока на данный момент Бэск ничем у нас ответить не может. Вот добрался в перерыве до чатика. Вижу, здесь пишет Мария: Бэск вперед, уральцы. Со звуком что-то шипит. Вот пишут нам. Сейчас поправим, дорогие друзья, уважаемые болельщики. Пророчащие сроки исправим. И, пожалуйста, отпишите в чатике, как будет все исправлено. Остается у нас 50 секунд до выхода пятого полевого игрока у команды Бэск. И, к слову, будет, если подводить какую-то такую небольшую статистику, энергетики удалялись у нас 2 раза уже по ходу этого матча, а уралец пока одно удаление в их зачете. Здесь снова под шквал бросков попадает Олег Сидоров, вратарь от коллектива энергетиков. Конечно, не позавидуешь ему. В первом периоде довольно много бросков было сделано с второго ворот. Конечно же, Бэск отвечает, да, но вот пока по ходу первого периода, и вообще, если так подводить итоги, то у нас уралец смотрится посильнее. Вот хотелось бы также отметить, как играет Ильдар Хамитов, номер 8. Очень активно проявлял он себя по ходу первого периода, и вот на данный момент не сбавляет темпу. Очень высокая скорость у этого игрока, хорошее владение шайбой. А у нас удаление уже в составе уральца, второе. И, кстати, к слову будет сказать, Максим Журавов второй раз и по факту удаляется. Ну что ж, давайте немножко поговорим о том, что было ранее, предшествовало этой встрече, да. Пятый полевой игрок у Бэска вышел, а вот у уральца зашел в штрафной бокс, поэтому продолжаем играть и наблюдать за форматом 5-4. Шайба на синей линии. Ну, хорошая сейчас, в принципе, позиция для Бэска, и как раз таки, чтобы бросить здесь, Владимира Пескунова была позиция удачная. Ну, а формат 5-4, я думаю, вот сейчас на руку этому коллективу, да, потому что, имея на одного игрока больше, на льду все-таки можно себе позволить также аналогично немножко больше, чем соперник. Вот. Ну, уж больно ловкие игроки у уральца. Если мы помним, то первая заброшенная шайба, она как раз таки была оформлена в меньшинстве. Две шайбы на счету Артура Салимова, дубль, номер 98, Салимов в прошлой игре забрасывал участок. Хотя можно даже посмотреть. 17 марта крайний раз встречались между собой эти коллективы. В принципе, не так много времени прошло, 2 недели, да, назад. Тогда напомню, что счет встречи был 7-8 в пользу уральца. Обыграли они Бэск. В составе Бэска забивали шайбы, 3 шайбы на счету Даниила Сидорова, 2 на счету Юрия Филиппова, и по одной шайбе забили Юрий Богданов и Искандер Салихов. Продолжаем играть в формате 5-5. У уральца вышел на поле Максим Журавов. Стабильно. Как минимум по одному разу он удаляет в периоде. Здесь, казалось бы, классный выход Ильдара Хамитова. Сейчас мы будем наблюдать 1 на 1. Но вот ловкие действия защитников уральца не позволяют оторваться от преследования Ильдару Хамитову. И, конечно же, до броска тоже там дело не дошло. Так вот, 17 марта встречался Бэск уралец, мы об этом уже поговорили. Но единственное, что я назвал, кто в
составе энергетиков забивал, а вот в коллективе «Уралец» не представил авторов взятия ворот. Там по 2 шайбы Артур Салимов забросил и Максим Егоров. А нет, Ильяс Файзулин тоже оформил дубль. И вот по 1 шайбе в зачете Артура Хуснудинова и Антона Матрёнина. Так, может быть опасно здесь, потому что Артур Салимов снова с шайбой. И это уже хэт-трик Салимова. Ну как же ловко здесь он вышел на оперативный простор и обыграл защитников. И это хэт-трик. Ну, можем обратиться немножко к турнирной таблице, да. Мы все прекрасно помним, что у нас Транснефть стала чемпионом регулярки. Вот, Бэск завершил регулярный чемпионат. Вот, то коллектив Бэска по итогу регулярного чемпионата закрепился на 3-м месте, а Уралец на 6-м. По 15 игр провели эти коллективы. Вот если рассматривать Бэск, то у них там заброшенные пропущенные шайбы 38 взятий ворот против и 64 пропустили. Вот, что касается Уральца, то забросили они 41, пропустили 88. Так, у нас очередная остановка, 9 минут 30 секунд, вот примерно, ну, в таком же ключе развивается второй период. Если мы помним, что в первом игровом отрезке 2 шайбы забросили Уралец, и по времени примерно аналогично также было, то вот пока наблюдаем лишь одну. И досадно, конечно, для болельщиков Бэска, что на данный момент пока коллектив ничем ответить не может. Егоров, Лачев, в средней зоне уже Ганеев. Вынужден он сыграть назад, но тут перехватывает Бэск. Возможно, сейчас как-то что-то получится придумать у энергетиков, но нет. Искандер Салихов здесь смещался чуть правее в надежде на то, что кто-то из партнеров подключится к этой атаке, но мы уже смотрим с вами за тем, как Уралец просто одну за другой бросает створ ворот Олега Сидорова. Другое дело, что не все туда попадают, да, в этот створ ворот. Но уж очень ловко как-то продолжает прессовать своего соперника Уралец. Снова зашли в зону, здесь все чисто. Передача на центр Матрёнину, просто клюшки. Звон клюшки, да, сейчас так отчетливо было слышно. И, конечно же, Олега Сидорова. И вот говорит это нам, насколько все-таки мощный и хлесткий бросок у капитана команды Уралец Антона Матрёнина. Буквально в нескольких метрах он находился. А здесь будет ли добивание? Вопрос, и всячески препятствуют защитники, чтобы не достали из-под Олега Сидорова шайбу игроки Уральца. А тем временем там находился в этой зоне довольно-таки приличное количество игроков у Уральца, и мы видели Ильяс Файзулин на острие атаки был, ну и в целом помогал ему там еще Артур Салимов. Загитов ловко бросает тут же после вбрасывания, но на месте вратарь. 。 . 。 . 。 . 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
Максим Журавов проводил бросок. Довольно дальний такой, возможно, надеялся, что будет там отскок от вратаря команды Беска, и как партнеры доработают этот момент, но нет. Уралец с шайбой. Журавов ошибается здесь на выходе из своей зоны и тут же пользуется возможностью энергетики. Владимир Пескунов тут как тут берет инициативу в свои руки, и бросок и на месте Ради Гарифуллина. Вот как мне подсказывают соцсети Башкирской хоккейной лиги, 21 апреля состоится 7-й Ауструм-Сибайский полумарафон. Снова соберет любителей спорта и здорового образа жизни и станет главным беговым событием Зауралья. Дорогие друзья, кто участвует в полумарафонах или, возможно, хочет попробовать принять участие, всех приглашаем. А пока, конечно же, все внимание на экраны. Повтор момента сейчас мы смотрим вместе с вами. Но если быть точнее вы, я его не смотрю, технической возможности сегодня, к сожалению, нету, но здесь отмечаем взятие ворот Беска. И, к слову, сейчас порадовали энергетики, я думаю, своих болельщиков, заждались уже, которые... Ой-ой-ой, вот здесь момент еще, конечно, целый, браво. Мы говорим Олегу Сидорову буквально в ноги, он сейчас бросается игроку Уральца, но все это для того, чтобы сохранить игровой снаряд, закрепить его и сохранить, конечно же, закрепив свои амуниции. Ждать, вот стоять в раме, да, пока подойдет нападающий, но здесь очень ловко. А Сидоров выходил, сократил, конечно же, радиус. Так, отмечаем мы. Так, по-моему, Раскулов, да, забил у нас. Вот, я, к сожалению, не расслышал судью информатора. Я, честно говоря, момент не разглядел. Ну, ладно, подскажите в чатике, если что, кто вдруг. Что у нас, кстати, там? Да, не густо сообщений в чате. И вот, мы, кстати, на прошлой игре Беска и Уральца разговаривали вот на эту тему, что понабрали там и так далее. Мне кто-нибудь подскажет, а регламент вообще читали вы Башкирской хоккейной лиги? И вот если читали, то ряд вопросов у вас отпадет, наверное, я думаю, дорогие друзья. Давайте продолжим дальше любоваться этой прекрасной встречей. Достойные соперники. Беск начал забрасывать. Ну, смотрите, какое здесь просто рубилово. Не побоюсь этого слова, возле ворот Радика Гарифуллина. И пропускает очередную шайбу Гарифуллин. Это уже вторая за короткий отрезок времени. Беск забрасывает две шайбы. И о чем мы и говорили, что энергетики просто так сдаваться без боя не будут. Это не тот коллектив, они пришли сюда за победой и за правом участвовать в плей-оффе Башкирской хоккейной лиги. Сергей Денисов, номер 90, автор взятия ворот у Беска. Небольшое отставание, сокращают отставание энергетики. Вот если, казалось бы, первый период у нас проходил, на мой взгляд, под эгидой Уральца, то Салихов, опасный выход 1 на 1 с Сидоровым, и браво голкиперу Беска. Сегодня, конечно, настрой у него боевой, и вот мы смотрим, как раз за разом просто блестящие сейвы он нам демонстрирует. Снова заход от Салихова, очередной вираж. Здесь уже бросал издалека, не стал смещаться с вратарем энергетиков Артур.
И в очередной момент выручает Сидоров, конечно же, свой коллектив. Так вот, про полумарафон. В рамках участия в Ауструм-Сибайском полумарафоне можно выбрать и пробежать следующие дистанции. Сейчас атака Беска. Все марафонные дела оставим на потом, на 21 апреля. А пока у нас Ильдар Хамитов снова демонстрирует свое отличное владение катанием и, конечно же, броском. Минута остается до окончания второго периода. Счет у нас 3-2. Под занавес уже второго игрового отрезка Беск сумели сократить преимущество, оформили 2 взятия ворот. И по-прежнему, смотрите, не собираются они останавливаться на достигнутом. Здесь классная скидка от Хамитова. На центр был уже Илья Сагеев. Перехватывает шайбу уралец, но здесь, вы знаете, я бы сказал, даже не то, что перехватывает, а на самом деле подарили вот просто энергетики. Сейчас Беску игровой снаряд, в частности, я видел вроде как, что Рыскулов, да, там в той ситуации отличился, а у нас очередное удаление. Второй период завершен. Отдохнем минутку и вернемся уже в третий игровой отрезок. Возвращаемся в третий период встречи уральца и Беска. 2 минуты ближайшие будет у нас отбывать в штрафном боксе игрок под номером 4. Это у нас Ганес. К сожалению, заявку не представлен, так я его, конечно, назвал по имени отчеству, даже возможно. Ну что ж, несмотря на то, что уступали Беск своему сопернику и вообще не было ни одного взятия ворот, любом счетом сколько потребовалось времени до Беску, чтобы отыграться? Ну, примерно, если в эквиваленте игрового времени, по моим подсчетам, где-то 7-8 минут, наверное, на все про все ушло. Что случилось в Уральце, конечно, я не понимаю, почему такое количество шайб сейчас осталось пропущено, безответно фактически, непонятно. Первый период у нас прошел под эгидой Беска, под эгидой Уральца, прошу прощения, во втором периоде. Алексей Рождественский, номер 18. Шайбу забросил Сергей Денисов, номер 90. Команда «Уралец» играет в полном составе. Сергей Денисов, номер 90, и второй раз получается в этом матче. Это дубль Денисова. И, наверное, болельщики
последняя шайба была в исполнении Сергея. Борьба возле правого линии борта. Затем, что Денисов выступает активно. А ранее говорили мы о том, что как-то уже остались все-таки без ответа. Вот 3 шайбы, эти заброшенные блеском. Что случилось с уральцем, пока на данный момент, конечно, непонятно. Артур Салимов забивал все 3 шайбы от коллектива депутатов. И здесь опасный рикошет добивания. Но нет, шайба проходит выше. Артур Кусмединов здорово действовал. На пятаке находился он. На синей линии Журавов. Очень высоко проходит правый снаряд. Файзелин. Шариков. Счет равный. 3-3. Продолжаем наблюдать за этим матчем. Калач подал передачу на Журава. Журава с руководителем зоны не справился. Пока решил пригласить Толоконеева. Тут в диагонали. Дальняя передача на Егорова. Егоров. Вышивалов. Проходит игровой снаряд. Матрёнин. Убирает просто, я не могу подобрать другое слово здесь соперника. За воротами арбитр находился рядом, все правил. Конечно, Матрёнина, Матрёнина Егорова. Уже закрыть синюю линию не удается. Игорь Калачёва. Будет заворачиваться. Классно на Артура Салимова, но просто Салимову уже не оставалось здесь никаких шансов, и стоило едва ли на подходе Олега Сидорова так немного переиграть, да? Учитывая то, что ранее Артур Салимов забил 3 шайбы, сейчас, конечно же, после такой ювелирной передачи от Артура Кусмединова просто обязан он был забросить. И это уже покер Артура Салимова с передачей Артура Кусмединова. Ну, Артура, в общем, разобрались за энергетиков. С передачей Артура Кусмединова номер 44. Шайбу забросил Артур Салимов, номер 98. Снова Салимов, бросок перекладин, выполняет штангу, там была, Егоров, Кусмединов. Бэс попытались убежать в атаку, но, естественно, одному тяжело, конечно, будет бороться. Это из разряда невозможно. Классный пас по диагонали здесь Денисов. Отдает от партнера. Вот так. Дальше нанесено. Салимов. Ой-ой-ой, какой момент здесь у нас. Сдвинуты ворота. Салимов делал-то пас на Сергея Иванова, да, но в результате уже ворота Иванов у нас закатился, а не шайба. 7 минут игрового времени позади у нас. Счет 4-3, уралец небольшое, но комфортное преимущество имеет для себя. Атака Беска, передание ушла. Не с легкостью, но все-таки нашли они заветный волшебный ключик к сейфу Радика Гарифуллина и продолжает им пользоваться.
Алексей Рождественский. И еще пятерку здесь хотелось бы, конечно, отметить, несмотря на то, что уже автор золотого ворота у нас Алексей. То, конечно, на выходе из зоны очень помогали ему коллеги. Если мы помним, предыдущие контратаки у БСК, они словились на нет. Очередная Хамитова не пропускал. Шайбу забросил Алексей Рождественский, номер 18. Денисов. Рикошет на лицевого блока шайбу доставил в зону соперников, но здесь уже Иван совсем красивый обороны есть. Егоров также сейчас не замыкает. Не видно у нас Игорь Калачев. До этого тоже был момент подобный примерно. А вот арбитр нам пока свисток подал и говорит он о том, что ворота у энергетиков нуждаются в какое-то внимание, им нужно уделить небольшое для того, чтобы продолжить можно было эту встречу. Довольно как-то плохо зафиксированы они были там до этого. По-моему, сейчас тоже не все однозначно. Там арбитр едва ли дотронулся рукой, как тут же ворота были сдвинуты. Красный на зоне депутатов КВТ собрания. Свою ловушку зафиксировал. Артур Слонимов на точке бросания против него. Шайба остается за депутатами. Слонимов. Бросок из-под защитников. По низу здорово, но, по-моему, попал в своего коллегу. Здесь находился там с Файзоном. Штанга. Смотрю воочию и, как говорится, голос радуется, да, как бы сейчас оперативно простор Куснутинов. И увидел своевременно, что не прикрыт был у Сидорова, направлял шайбу туда. А вот здесь у нас небольшая что-то нарисовалось, но благо быстренько разобрались в этой ситуации. 7 минут. На окончании матча все пока равны. И знаете, честно, несмотря на то, что БЭСК, несмотря на то, что уралец начали забрасывать и по ходу в первом отрезке лидировали, даже во втором игровом отрезке был у нас счет 3-0. И вот сейчас исход не совсем, по крайней мере, не ясен. У нас плей-ин играется он до 2 побед. И фактически сейчас уже определяется, может определиться та команда, которая выйдет непосредственно в плей-офф. В случае, если победу в этом матче одержит уралец, то, естественно, будут они. Ну а в случае, если выиграет БЭСК, то, конечно, мы будем ждать третью игру, пока будет 2 побед у той или иной команды. Слово сказать, если у уральцев есть какой-то определенный запас прочности еще, да, в этом плане, то коллективу БЭСК отступать некуда. Как однажды смотрел я комментарий тренера Салават Юраева, Козлова, и на последнем матче с Трактором перед этим матчем он сказал следующее: отступать нам некуда, сзади нас стена. Примерно такая же ситуация сейчас, на мой взгляд, у БЭСКа. Биться до последнего и перевести эту серию плей-ин в третью игру, либо сегодня же дать возможность уральцу выйти в плей-офф, а самим в этот плей-офф самым попасть. Оставил на подходе с Куснутинова.
моментов опасно оставлять одного, очень скоростной игрок. У нас бывало, что 2-3 защитника не могут его удержать, а тут один на один с Гарифулиным явно осталось игрока. Может быть, чревато. Поднял руку Олег Сидоров и, соответственно, сигнализирует он рефери о том, что нужно поправить амуницию. Там по касательной прошла шайба, и, я так понимаю, ну как-то потревожило, да, в частности, шлем Олега Сидорова. Так. Еще у нас мы видим, что Олег играет в очках, да, и вот что-то показывает сейчас арбитру, по-моему, что-то типа тряпки или полотенца нужны ему для того, чтобы шаты. Для тряпки или полотенца очень мало, это была тряпочка, плюс похоже было, что салфетка с наштырем. Наверное, так. Немножко дух, как говорится, потребовалось вратарю Беска. Время, конечно же, у нас остановлено 4 минуты, и если мы помним, то по регламенту в случае, так скажем, неоднозначного счета в матче последние 2 минуты они идут чистым временем, несмотря на то, что основное время периода не останавливается. Носом по низу. В диагонали отправляет на Егорова. Егор Масинин. Сгонил вдвоем играть. Очень плохо. Свою опеку взяли здесь. Игроки Беска, нападающего. И вот может быть сейчас можно выходить вперед. Игрокам. Коллектива энергетиков, но все здесь уже пошла вода горячая. Одна за другой. Падают игроки, положили на лед Гарифулина. Активно проявлял себя Сергей Денисов. Он сегодня забросил 2 шайбы. Сегодня мог бы, конечно, и хэт-трик претендовать. Чуть меньше 3 минут остается. Не знаю, что нас будет ожидать в этих матчах. Или радость. Вроде в плей-офф. Салимов не справляется. Последний замечание остается соперником. Пытался бросить. Две минуты. Третий период. Счет равный. 4-4. Нас ожидает, по крайней мере, я уверен, что футбольная концовка матча, потому что команда будет биться до последнего. И вот Последние 3 минуты 30 минут. Внимание, идет чистое время. Да, время идет чистое, мы об этом говорили. А как будет строиться, да, вот формат, если счет останется равным? Потому что по регламенту регулярного чемпионата там, конечно, за серию после матчевых бросков. А вот как здесь по линии, ну, я, конечно, что так же, но честно просто не знаю. Интересно. Если загадывать наперед, а как же все-таки если счет останется равным, что мы с вами увидим штрафные броски или некий увертайм. Итак, удаление, поднята рука арбитра и Беск. Остаются они вчетвером. В один из самых решающих отрезков для себя
энергетики допускают третье удаление по ходу игр. Команда Беска использует секунду. Конечно же, Беску, наверное, тайм-аут сейчас будет. За задержку соперника немножко мало штрафов наказывает Искандер Салихов, 21-й команда Беска. Искандер Салихов за 1 минуту и 20 секунд удаляется до конца уже этого матча. Он не сможет помочь своему коллективу. Тем временем сейчас Уралец, конечно же, будет проверять на прочность Беск. Мы помним, что в первом периоде в меньшинстве забросили депутаты. И вот, может быть, лучше учесть то, что по ходу встречи команда Беск была в роли догоняющих. Может быть, сейчас в меньшинстве. Если забросить этот коллектив, то у нас на чаше весов царит какое-то некое равновесие. Салимов. Опять удаление. Что такое? Салимы нарушают правила, и что? Втроем останутся энергетики. Такого расклада событий не ожидал, на мой взгляд, никто. Совсем. Выходит капитан команды Уралец Антон Матрёнин. Единого мы видим. Салихов, 25 секунд есть на взятие ворот у Уральца. Беску, конечно же, очень важно сейчас максимально сдержаться. Ему на пользу будет перевести эту ситуацию штанга, перевести игру в серию штрафных бросков, 3 секунды, бойня до последнего, нет взятия ворот, радуются игроки Беска, и, судя по всему, мы идем на штрафные броски. Для определения победителя назначается серия бросков. Серия бросков начинает команда Уралец. По ходу матча у нас боевая ничья. Серия после матчевых бросков. Сидоров в воротах. В атаке Максим Егоров. Все внимание на экран.
перекладину. Попадает в перекладину Максим Егоров. Буквально сантиметры какие-то сейчас. Выручает команду БЭСК первого забитого броска. Радик Галифуллин в воротах и в атаке Сергей Денисов. 2 шайбы сегодня он сумел оформить, а вот третий забить не дано. Антон Сергеевич Матрёнин, капитан команды «Уралец», сейчас будет прикладывать все усилия для того, чтобы, в отличие от своего коллеги, который бросал ранее, забросить, но здесь срывается шайба с клюшки капитана «Уральца», и, конечно же, никакого добивания здесь не будет. Ну что ж, бывает, что поделать. Ильдар Хамитов на ваших экранах очень активно проверял себя по ходу игры. И Галифуллину. Шайба забросила Ильдар Хамитов, номер 8. Пока 1-0 в пользу БЭСК. Артур Салимов. Покер на его счету. Все 4 шайбы уральца были заоформлены им. Будет ли сейчас 5-я? Да. Шайбу забросил Артур Салимов, номер 98. Шайба. Артур Салимов и ее автор. Алексей Рождественский. Есть! Шайбу забросил Алексей Рождественский, номер 18. По ходу игры Алексей Рождественский забросил шайбу. Здесь коллектив БЭСКа выходит для того, чтобы отпраздновать победу в этом матче, но есть какие-то небольшие непонятки, потому что, по-моему, по 5 бросков должно быть сделано от всех коллективов. Ну, рановато, да, энергетики начали праздновать победу. И Сидоров тут уже, тут как тут, казалось бы, все, гора с плеч, можно идти домой быстрее, но нет, еще рано пока. Уходить Олегу. Матрёнин, 2-я попытка. Надеемся, что... Так. Вопросы какие-то есть?
Тихо. Матч окончен. Поздравляю команду БЭС с победой. Уважаемые зрители, матч завершен. Победа команды БЭСК. 1-1 у нас в серии плей-ин. Это значит, нас ожидает третья встреча коллективов «Уралец» и Башкирской электросетевой компании. Конечно же, о времени и дате матча организаторы своевременно нас известят. Интересный, увлекательный был матч. Собственно, давайте будем готовиться потихонечку к следующему. До новых встреч на хоккее. Всем пока!